Путин наградил Бердымухамедова-младшего. Хорог. Снова протесты. Синьцзянь. Первое место в мире. Российский президент Владимир Путин на фоне близящегося поражения России в Украине начал уделять больше внимания странам Центральной Азии. Так, например, он наградил новоиспеченного президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. В тексте документа указано, что Бердымухамедов награжден якобы за некий большой вклад в укрепление стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном. Сердар Бердымухамедов, сын предыдущего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, правившего страной 15 лет, пришел к власти в результате досрочных выборов 12 марта, набрав по официальным данным 72,97% голосов. При этом не уточняется, какой именно вклад меньше чем за 2 месяца успел совершить Бердымухамедов-младший. Очень ценим внимание президента Туркменистана к развитию российско-туркменистанских отношений. Напомним, что это уже не первый знак внимания со стороны России в адрес среднеазиатских диктаторов за последнее время. Здравствуйте. Так, на днях Путин в ходе встречи с Рахмоном в Москве неожиданно озаботился мнением таджикского президента. И мне очень интересно узнать ваше мнение о том, что нужно сделать в ближайшее время для того, чтобы укрепить нашу безопасность на этом направлении. Я очень рад вас видеть. 14 мая несколько сотен жителей вышли на акцию протеста в Хороге, Горно-Бадахшанской автономной области, ГБАУ, и потребовали отставки главы области Алишера Мирзонабота и мэра Хорога Ризо Назарзода. Они также требовали снятия всех блокпостов в Хороге и прекращения преследования жителей Бадахшана, сообщает Central Asia Media со ссылкой на Бадахшан. Кроме того, митингующие настаивали на привлечении к ответственности виновных в гибели Гулбиддина Зиёбекова. Он был убит в ноябре 2021 года в ходе так называемой спецоперации силовиков. Освобождении Амриддина Аловатшоева, Чоршанбе Чоршанбиева и других жителей области, задержанных после ноябрьских протестов 2021 года. Протестующие утверждали, что если их требования не будут выполнены, то они вновь соберутся на акцию протеста. Как сообщают местные СМИ, сотрудники правоохранительных органов ГБАО вечером 16 мая применили резиновые пули и слезоточивый газ против участников протестов в Хороге. По информации местных журналистов, среди протестующих есть жертвы, погибшие и раненые. Точное число пострадавших не уточняется. 18 мая МВД Таджикистана объявило о начале проведения антитеррористической операции в Горно-Бадахшанской автономной области, ГБАУ. А местные жители, в свою очередь, продолжают противостоять беспределу властей и требуют от местных властей прекратить произвол в регионе. Власти Таджикистана заявляют, что к организации народного недовольства якобы причастны некие иностранные террористы. При поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также привлекли иностранных наемников для осуществления террористических актов и других форм провокаций, говорится в заявлении МВД. Примечательно, что во время январских народных протестов в Казахстане режим Токаева также заявлял о причастности иностранных террористов к организации митингов. Данные террористические банды являются, по сути дела, международными. Они прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. Почти каждый 25-й житель уезда Канишехер в китайской провинции Синьцзянь заключен в тюрьму по обвинениям, связанным с терроризмом или экстремизмом, сообщает Associated Press, ссылаясь на утечку данных местных властей. Судя по этим данным, количество заключенных на душу населения в этом регионе самый высокий в мире, пишет Радио Задлик со ссылкой на Associated Press. В списке, полученном и частично верифицированным Associated Press, содержатся имена более 10 тысяч уйгуров, заключенных в тюрьмы лишь в одном
одном уезде в южной части Синьцзяня. Согласно данным из списка, приговоры, вынесенные жителям сельского района с населением 267 тысяч человек, варьируются от 2 до 25 лет и составляют в среднем 9 лет. Хотя многие в списке были задержаны еще в 2017 году, по словам представителей этнических уйгуров за рубежом, длительность сроков позволяет утверждать, что подавляющее большинство задержанных все еще находится в тюрьмах. Среди задержанных и заключенных в тюрьмы есть представители различных слоев населения, в том числе молодежь и пожилые люди. Всех их объединяет одно – они все являются уйгурами. This case, number 173. Список был предоставлен исследователю лагерей в Синьцзяне Евгению Бунину, анонимным источником, который представился как представитель ханьского большинства, выступающий против политики правительства Китая в Синьцзяне. But when I was outside, I tried everything I can.